Васо Абаев – ровесник века, достойный сын своей эпохи, иронист-осетиновед, академик Академии наук России, профессор, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания Академии наук СССР, лауреат Государственной премии СССР. Имя профессора Абаева давно стало звездным ориентиром для нескольких поколений не только лингвистов, но и фольклористов, этнографов, историков. Как об ученом, о Васо Абаеве можно говорить бесконечно. Он автор колоссального количества научных работ, в том числе по общему и сравнительному языкознанию, иронистике и осетиноведению. Среди его работ отдельное место занимает нардский эпос, впервые изданный в 1945 году. Васо Абаев в своих работах доказал, что нардский эпос корнями уходит в древнюю и средневековую историю скифо-сармато-аванских племен и является их художественной биографией. Василий Иванович Абаев, Жорж Дебюзиль и Махарбек Туганов в своих исследованиях, причем многочисленных исследованиях, отстаивали позицию того, что нардский эпос – это эпос осетин, и ядро эпоса как раз было заложено осетинами. И если Васо Абаев был первым, кто проводил лингвистические исследования эпоса, то художественные образы и визуализацию великого наследия предков мы получили благодаря Махарбеку Туганову, который вдохновил несколько поколений осетинских художников. Туганов не только первый иллюстратор эпоса, он также, как и Абаев, его исследователь. Понятно, что Туганов – это не только первый иллюстратор эпоса, но он также, как и Абаев, исследователь. Более того, интересно, что и Дюмизель, и Абаев называли Туганова исследователем эпоса. На выставке в художественном музее представлено более 70 работ осетинских художников, таких как Махарбек Туганов, Асван Гирей-Хохов, Азамбек Джанаев, Асван Хитагуров, Шавва Бедоев, Мурат Джикаев, Владимир Соскиев, Ушан Казаев, а также целый ряд произведений молодых осетинских авторов, которые по сей день черпают вдохновение в нардском эпосе. Центральное место в экспозиции занимает легендарное полотно Махарбека Туганова «Пир нартов». Туганов не только первый проиллюстрировал эпос, но он еще создал блестящие, великолепные композиции, замечательные, те, которые вошли в золотой фонд осетинской культуры и будут, всегда будут это основой, этими корнями для дальнейшего развития осетинского современного искусства. Следующий мастер, который тоже создавал иллюстрации к эпосу, параллельно почти что, кстати, это Хохов, Аслан Гирей-Хохов. И он, конечно, по-своему посмотрел на эпос, и сейчас когда пересматриваешь его работы, как-то начинаешь понимать, что это художник немножко другого жанра. Мне кажется, что он бы очень хорошо, успешно себя проявил в области создания мультипликационного фильма. И, конечно, Джанаев. Азамбек Джанаев был не только современник Туганова, но и был его большим поклонником, почитателем. И даже мы сейчас не представляем себе, сколько много он сделал для того, чтобы пропагандировать и популяризировать Туганова. И его иллюстрации, его работы к эпосу, они, конечно, также отличаются от тугановских, потому что он хотел создать что-то такое совершенно не похожее, что-то отличное от Туганова. Также на выставке было представлено и подарочное переиздание нардского эпоса на осетинском и русском языках с иллюстрациями Азамбека Джанаева. Васо Абаев – это первопричина вообще изучения нартовского эпоса. Это то, что сделал он, как лингвист, как филолог. Более того, он даже как специалист фольклора написал замечательные статьи. Давайте мы будем читать и перечитывать нардский эпос. Нарты – это образ чудесного легендарного мира, воссозданный с такой могучей простотой и пластической силой, что он становится нам близок и понятен, и мы отдаем невольную дань поэтическому гению, создавшего его народа. Федор Сухарников, Мария Катаева, Владислав Туаев, специально для программы «В итоге».